4 января 2020 года. Нахожусь на лыжном комплексе Галины Кулаковой, город Ижевск. Сегодня здесь будут проходить рождественские вечерние лыжные гонки. Для мужчин 10 километров, для женщин 7,5 километров. Старт в 16:00. Гонки будут проходить по освещенной, по освещенной трассе, то есть трассе с вечерним освещением. Всего Кубок Галины Кулаковой состоит из 5 этапов. Первый этап вот сегодня. Второй этап будет 25 января. Будет называться студенческая лыжная гонка, тоже в Ижевске. 15 февраля будет этап, который называется лыжная гонка всех влюбленных, волнашек. Ну, как мы помним, День всех влюбленных 14 февраля, но он попадает на пятницу, поэтому перенесли на субботу 15. Четвертый этап, весенняя лыжная гонка Кечсин в Шаркане 8 марта. Кечсин в переводе с удмуртского подснежник. Ну и заключительный этап, это будет здесь же, на этом комплексе, 50-километровый третий международный лыжный марафон имени Галины Алексеевны Кулаковой. Ну и вот за победу на каждом этапе кубка участникам будут начисляться баллы. И мужчины и женщины, набравшие больше всех баллов по итогам всех стартов, победившие минимум на 4 этапах, будут объявлены победителями и получат главные призы — автомобили. А за вторые и третьи места людям будут давать топовый спортивный инвентарь, лыжи, часы, всякие аксессуары. Ну и кроме этого, классный приз-сюрприз будет разыгран среди участников, победивших на всех 5 этапах. Вот как-то так. Сейчас уже немножко вечереет. Ну, пойду регистрироваться. Ну вот уже так немножко темнеет. Сейчас иду регистрироваться. Машины потихоньку подъезжают. Скоро тут все будет забито. И машины поставить будет негде. Вечереет. Лес такой темноватый уже. Ну, тут полиция дежурит. Вот, подходим непосредственно к комплексу. Зайдем туда внутрь. Будем регистрироваться. Зарегистрировался я по интернету. Заплатил 800 рублей. Должны мне дать стартовый пакет. Там будет нагрудный знак. Наверное, какие-то вкусняшки положат там. Но в прошлые разы такое было. В общем, сейчас заходим. Заходим, посмотрим. Посмотрим. Одни какие-то продал уже. Так, заходим. Так, это не здесь. А регистрация где? Угу. Так, поднимаемся на второй этаж. Ну, народу-то немного еще. Так, регистрация девушек и женщин. Секретариат.
Мужчин 8. Мужчины там, А что 8? а 8 вот там, а здесь вот мужчины. Женщины там, 8-я комната, а мужчины здесь регистрируются. Вот здесь. Да? Номер посмотрели свой? Сейчас посмотрим. Так, посмотрим номер сейчас. Номер. Так, вот мой номер. Видно, не видно. Номер 5. Это я. Так, заходим, регистрируемся. Здравствуйте. А куда регистрироваться? Вы заявлены? Да? 5-й номер сейчас посмотрел. 5-й? Вот туда 5-й номер. Да? Сейчас. Так, а в прошлые разы здесь страховку делали, а сейчас что? Не было? Страховщиков не было еще здесь? Ну они будут? Ну, я не знаю. У них по положению... А нам надо сейчас? Сколько? Это вам надо, если вам надо, то это... Не, мне не Татьяна надо. Мне не Владимировна, надо. вот у Справка? Ильича по Всё, положению всё. должна быть. Я положение глаза не видела. Ну ладно, все, проехали. Всё. А то раньше-то бывало. Номер выдали ему и все. Мгм. А еще стартовый пакет какой-то будет, нет? Ничего не будет? На финише у нас ничего, все, что вот вам дали. А на финише что-то будет еще? Какой-то стартовый? Ничего не знаю. Что вот на финише? На финише что-то будет? Какой-то Финиша, там- медаль, финишер. А, ну вот что-то будет, да? Ага. Ладно, все. И значит, во сколько будет начало-то получается? Еще. 18:30 старт. Регламент висит вот на сцене. Но это будет не вот эта трасса, а вот освещенная. Да, освещенка, только освещенка. Все, спасибо. Что тебя, куда я, Сережа? Мама на следующий день что работает? Такая приходит, спрашивает. Вот как-то так. Всё. Ну вот так вот готовят место старта. Ездит такой трактор. Вот такой лес. Ну, ко времени старта уже стемнеет, поэтому мы поедем по освещенной трассе. Освещенной в смысле с вечерним освещением, а не то, что некоторые подумали, что это какой-то священник будет освещать. Это тут так шумно трактор проехал. А он как-то так. Вот здесь место награждения будет. Обойдем, посмотрим так, как это все выглядит. Народу пока нет. Иду вот по такой почищенной трактором лыжне. Колонки так гремят. Где-то музыка боргает. Но весело. А вот на этом стенде обычно вешают результаты соревнований. Но, наверное, они будут тут. Не наверное, а точно. Так, это группа спортсменов, организованно приехавшая из района откуда-то. Помощников. Ну что, время еще есть. Я сейчас прокачусь. Посмотрю, что за трасса, что за снег. Какие условия качения. Вообще лыжи подготовил на +2, -4.
что днем все мокро было. И снег был какой-то липкий. Но сейчас ветерок. Возможно, по ощущению здесь прохладно. Возможно, и пониже температура будет. Не знаю. Приглашаю на эту сцену для участия в церемонии открытия соревнований четырехкратную олимпийскую чемпионку, девятикратную чемпионку мира, обладательницу Кубка мира, 39-кратную чемпионку СССР Галину Алексеевну Кулакову. Также на сцену приглашается Тамара Ивановна Тихонова, двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира. На сцену приглашается Юрий Викторович Антонов, основатель лыжного комплекса, на котором мы с вами сегодня находимся. На сцену приглашается министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Варшавский. А также с удовольствием и аплодисментами приглашаем на сцену президента Федерации лыжных гонок Удмуртии Максима Валикжанина. Ну что же, давайте еще раз поприветствуем аплодисментами уважаемые гости. Кто готов сказать первое слово? Галина Алексеевна. Друг на друга переводят. Но так или иначе, приветствуем, безусловно, всех гостей. И с вашего позволения, давайте начинать. Дорогие друзья, поздравляю вас от имени главы Удмуртской республики Бричалова Александра Владимировича и правительства Удмуртской республики с этим замечательным праздником. Я так понимаю, что это у нас первый лыжный старт такой среди любителей. В этом году у нас запланировано более 50 таких стартов. Не все из них будут, конечно, любительские, часть это будут для спортшкольников, часть будут для спорта высших достижений. Но сегодня праздник именно для всех, участвовать могут все. И это то, на что мы делаем самый большой вот акцент сейчас в нашей работе. В том, чтобы спорт стал доступен всем. В частности, вот для того, чтобы это стало более доступным, мы постарались снизить стартовый взнос за это мероприятие. Вы знаете, почти, если не ошибаюсь, 10 раз мы его понизили. Вот. Дорогие друзья, я надеюсь, что вот то, что вокруг вас творится история, Галина Алексеевна, Тамара Ивановна, Максим Михайлович, Юрий Викторович, это люди, которые создали, можно сказать, такой вид спорта, как лыжные гонки в Удмуртии. И низкий поклон им. И отлично, что эстафета передается молодежи. Все. С праздником, друзья! Галина Алексеевна. Здравствуйте, молодежь. Я поздравляю вас с праздником сегодняшним, лыжным. И пожелать, самое главное, вам здоровья и успехов в сегодняшнем дне, в сегодняшней гонке. Самое главное, не падайте в темноте. Приходите к финишу побыстрее, чтобы не замерзнуть, то ветер что-то холодный. Удачи вам всем, успехов. До свидания. Спасибо. Спасибо, Галина Алексеевна. Юрий Викторович, можно пригласить вас к микрофону. Здравствуйте. Мне приятно вас видеть здесь, на комплексе имени Галины Алексеевны Кулаковой. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы прославляете Удмуртию, Россию. Мне хочется в этот прекрасный день сказать, что Вселенная любит вас. И все вокруг вас светло, как видите, светлый снег и вы. И удачи вам в лыжне и в жизни. Всех благ вам земных. Спасибо.
Ну что, Тамара Ивановна, может быть, мы и от вас пару слов услышим. Также встречаем аплодисментами. Добрый вечер! С Новым годом! С Рождеством скоро! Здоровье самое главное! И всех ждем на лыжах! Привет! Ну что, Максим, не хотите ли вы, перед тем, как мы отправимся на территорию старта, кстати, остается чуть больше 15 минут, если смотреть верно по часам. Итак, Максим, напутственные слова, приветственная речь, ну и что-то торжественное, наверное, в честь наступившего 2020-го. Я всех приветствую. Очень рад, что вы приехали на рождественскую гонку, нашу традиционную. И хочу сказать, что как раз вот именно вот эта традиционная гонка открывает вам в новом году новые шансы. Она состоит в рамках двух сразу соревнований. Первое соревнование — это всероссийская серия «Монстерский кап». И желающие поехать уже дальше по всей России и участвовать в лыжных гонках, вы как раз участвуете в первом этапе, и у вас есть возможность дальше ехать по всей России. Это «Монстерский кап», первый этап. Кто любит в Удмуртии находиться, бегать, домосед, то как раз здесь уникальный шанс. Это соревнование называется Кубок Галины Алексеевны Кулаковой, который состоит из 5 этапов. И он тоже сегодня проходит на этой рождественской гонке. Так что для всех есть выбор в этом новом году. Или быть дома, но участвовать в соревнованиях в лыжных гонках, или ездить по всей России. Но все равно везде лыжные гонки. Все на старт, я уже готов. Выдача транспортеров идет. Вот. Люди здесь получают эти транспондеры, забираются на вот такие постаменты и прицепляют их к ноге. Транспондер, он же чип, нужен для того, чтобы спортсмен не сошел с дистанции. Электронная регистрация. Готовится к старту группа М2 юноши. Вот такая группа. Ну, человек 50, наверное. Вот так уже потемнело. Включили освещение. Вот так надо пройти, подняться в горку. Проехать через мост. Перебраться на ту сторону. И ехать вот там, по той стороне дороги. Вся трасса с вечерним освещением. Круг 2,5 километра. Вот девушки пробежали 2 круга. Скоро закончат. Нам предстоит бежать 4 круга. Так, это юноши готовятся. Они тоже побегут десятку. Им тоже предстоит пробежать 4 круга по 2,5 километра. Ну вот несколько секунд до старта. Все замерли. Сейчас объявят старт. Погнали. Ну что же, стартовали мужчины, 10 километров, провожаем их, поддерживаем. Вы посмотрите, какой отличный темп они взяли. Ну и направляются к той самой горе, которой я сомневаюсь, что потратит максимум сил. Время 16:30. До моего старта 1 час остался. Но участники других групп, это женщины заканчивают и юноши группы М2. Вот они
стартовали, и сейчас они заканчивают первый круг. А мне ждать целый час. Здесь вот организован пункт горячего питания, горячего поения, скорее всего. Горячий чай из термосов. А тут, девушки, у вас чаек, да? И еще что-то, да? Или чаек только? Каша. Какая каша? Понятно, спасибо. Вот так вот подкармливают еще и гречневой кашей. Ладно, ждем. Нам еще почти час остался. Монстерский кап надевается на Максима. Ну а мы с вами нашими аплодисментами и улыбками говорим спасибо нашим победителям. Это было здорово. Это была хорошая гонка. Это был хороший день. День спорта. Здесь, на базе имени Кулаковой. Еще раз благодарим всех тех, кто только что побывал на пьедестале. Наиля, вам большое спасибо. Максим, тебе большое спасибо дважды и за участие в гонке, и за награждение наших победителей. Все, ребята, можете отправляться греться. Ну что, на этом можно сказать, что сегодняшнее событие наконец-таки завершилось. Оно было